Я хотел бы начать свое выступление с того, о чем многие из вас наверняка известны. Чеченская республика Ичкерия более 20 лет пребывает в оккупации России. С тех пор чеченцы лишены таких обыденных для цивилизованных стран вещей, как соблюдение прав человека, справедливой судовой системы, свободы слова и честных выборов. Более того, в сегодняшней оккупированной Ичкерии практически ежедневно происходит похищение людей, пытки, незаконные задержания и несудебные казни. Каждый противник Кадырова может быть убит силовиками, члены его семьи могут быть задержаны без причины, им грозят тюремные сроки и жестокие избиения. Многие чеченцы уже бежали из страны из-за угрозы здоровья и жизни со стороны путинско-кадыровского режима. Хочу заметить, что чеченцы продолжают покидать республику по сегодняшний день. От хорошей жизни не бегут, бегут от зла и жестокости. Об этом не единожды докладывалось и на самом высоком уровне, в том числе перед делегатами ПАСЕ. Однако ситуация на сегодняшний день только усугубляется. Самое ужасное, что когда чеченцы эмигрируют в Европу, это не гарантирует им безопасность и защиту. Совсем недавно, по нашей информации, произошло покушение на одного из противников Кадырова, Тунсо Абдурахманова. Попытка убийства противников путинско-кадыровского режима – это показательная казнь в центре Европы. По нашей информации, он был расстрелян в Швеции группой неизвестных лиц в ночь с 1 на 2 декабря 2022 года. Такое в Европе и в других странах происходит не впервые. Противников этого режима убивали и раньше. Во всех этих случаях следы шли в Москву или же в оккупированной Российской Федерации город Грозный. Мы строим цепочку этой преступной сети Путин и Кадыров как организаторы, а исполнители отправляются для совершения этих преступлений на территории европейских стран. Но есть и такие, которые проживают здесь, в Европе, поддерживают и работают на этот преступный режим. Путин и его марионетка Кадыров боятся процессов, которые проходят в чеченской диаспоре. Они понимают, что эти процессы несут угрозу для сохранения их преступного режима. Сейчас диаспора проходит через объединительные процессы для того, чтобы выступить единым фронтом в борьбе за независимость Чеченской республики Ичкерия на международной арене и стать национально-освободительным движением чеченского народа. Конечно, Кадырова это пугает. Конечно, это не нравится Ахмеду Закаеву, который саботирует любые реальные шаги, которые ведут к объединению чеченской диаспоры и деоккупации Чеченской республики Ичкерия. В декабре 2022 года мне стали повторно поступать прямые угрозы с требованием прекратить политическую деятельность, иначе смерть. За мной была открыта слежка, мне присылали мои видео и фотографии, сделанные группами внешнего наблюдения с целью запугивания. Группа связана с Мусой Ломаевым, который подчиняется Закаеву. Один из прислужников Закаева, Рамзан Магомадов, выходил со мной на связь и пытался выманить меня на встречу. На меня открыта настоящая охота. Нет сомнения, что все это инициировал Закаев и Кадыров, а организаторами являются российские спецслужбы. Об этом прошел разговор с правоохранительными органами Франции и Норвегии, которые усилили меру обеспечения моей безопасности из-за угрозы политического убийства, и я был взят под охрану. Дошло до того, что полиция была вынуждена регулярно проверять места моего передвижения и проверять мой автомобиль на наличие взрывчатки. Как мне передали, куратор этого процесса Умар Хаджи Тутуев, который является главным проводником кадыровских интересов в Европе, главным образом находится во Франции. Он является работником кадыровского режима во Франции. Он президент Альянса чеченцев во Франции и по совместительству кадыровский убийца и садист. Он принимал участие в убийствах участников чеченского сопротивления, помогая российским оккупантам, а также участвовал в пытках и издевался над телами убитых. Известно, что он был отправлен во Францию, чтобы собирать информацию о противниках Кадырова с целью их ликвидации. Он и его люди тесно связаны с самопровозглашенным, так называемым его окружением,
премьер-министром Ичкерии Ахмедом Закаевым. По нашей информации, Закаев уже долгое время играет роль чеченского оппозиционера, при этом находясь под полным контролем ФСБ России. Показательно, что его жизни никто никогда не угрожал, и за 20 лет на него не было ни одного покушения. Мы знаем, с какой легкостью Кадыров избавляется от политических оппонентов и противников, в том числе журналистов. Если бы Закаев был реальной угрозой для режима Кадырова, от него бы уже давно избавились. Поэтому Закаев – контролированная псевдооппозиция, и к нему нужно относиться соответствующим образом. Вся моя деятельность направлена исключительно против путинско-кадыровского режима. Плодотворно сотрудничаю с Украиной и, надеюсь, в скором времени мы наладим такую же успешную работу с рядом других стран. Мы обращаемся к лидерам европейских стран, к тем, кто считает, что Кадыров не их проблема, к тем, кто не видит необходимости в смене власти в оккупированной Ичкерии и поддержке независимости Ичкерии. По нашей информации, на Тумсо было совершено покушение на территории Швеции. Мне угрожали расправой в Норвегии. Это сигнал как нам, чеченским активистам и политикам, о том, что Кадыров может делать все, что ему вздумается и где угодно. Он может совершать преступления как на территории оккупированной Ичкерии, так и в любой другой стране. И я не думаю, что это вас устраивает. Хочется напомнить также, что это не первое покушение на жизнь чеченских активистов в Европе. В 2019 году в Берлине был убит Зелимхан Хангашвили. Это пример. Он тоже был застрелен. Кадыров, как и его шеф Путин, угроза для всего цивилизованного мира. Именно поэтому Европа должна поддержать чеченцев, признать Чеченскую республику Ичкерия оккупированной Россией, признать геноцид чеченского народа и способствовать восстановлению справедливости в оккупированной Ичкерии. Одной из наших стратегических целей, помимо деоккупации Ичкерии, является международное расследование преступлений Российской Федерации в Ичкерии. Со времен Первой российско-чеченской войны я лично собираю архивы фото и видео материалов с доказательствами вопиющих преступлений России. Я уверен, что настанет день, и Международный трибунал рассмотрит эти материалы. Россия должна быть привлечена к ответственности за преступления против человечности и геноцид чеченского народа. Эти преступления не имеют сроков давности. Сегодня я хочу призвать журналистов, расследователей обратить свое внимание на то, что происходило и продолжает происходить в оккупированной Ичкерии. Люди, которые убивали, пытали и насиловали тогда, сегодня сидят в высоких кабинетах и причастны к таким же ужасающим преступлениям, но уже против украинского народа. Все взаимосвязано. Россия стала палачом не 24 февраля 2022 года. Она была палачом всегда. Ичкерия – ее первая жертва. Дальше были Грузия, Сирия, Нагорный Карабах и теперь Украина. Все преступления России должны быть наказаны. Ичкерия должна вновь стать независимой. Несмотря на все эти угрозы, мы будем продолжать свою борьбу ради достижения свободы на нашей земле. И я призываю все прогрессивные силы к борьбе против путинской России. Если Украина победит, а она обязательно победит, следующее, что должно произойти, это деоккупация Ичкерии. Спасибо за внимание.